Здравствуйте, всем привет нашим телезрителям Самана ТВ. 5 сентября 2023 года по приглашению Василия Михайловича Лаврентьева, заместителя председателя Чувашского регионального отделения Российского союза ветеранов, который возглавляет Осипов Виталий Петрович, я выехал на торжественное патриотическое мероприятие «Капсула памяти» на кладбище деревни Большие Бекшихи по правому берегу реки Малый Цивиль, недалеко от села Шигазаны. В торжественной обстановке проводим закладку земли братской могилы номер 2 поселка Синемяэ, Эстония, где захоронен Павлов Василий Павлович из деревни Большие Бекшихи, героически погибший в бою во время Великой Отечественной войны. Были в Калужской области, поднимали также захоронения солдат, которые погибли в этой суровой войне. Большое вам спасибо и вечная память, вечная слава нашим героям. Слово для приветствия представляется начальнику Освинского территориального отдела Павлову Владиславу Владимировичу. Уважаемые гости, все присутствующие, данное мероприятие мы проводим впервые. Действительно, за свою практику работы я такого еще не встречал. Что отрадно, прежде всего, это то, что родственники, они не теряют надежды и всегда хотят найти прах своих родственников, которые сложили голову в этой Великой Отечественной войне, и находят, и у них получается это сделать, что мы сегодня наблюдаем. У нас во время Великой Отечественной войны из деревни Большие Бекшихи ушли на фронт 272 человека. Из них 74 уроженца деревни сложили, к сожалению, головы, в том числе и Павлов Василий Петрович. 198 человек вернулись с фронта живыми. И вот, что хочется сказать, огромные слова благодарности Светлане Петровне за то, что проделана огромная работа по поиску своего родственника, и привезена земля с Эстонии, чтобы дабы с почестями сохранить нашу память о таких людях, которые совершали свои героические поступки и сражались мужественно в Великой Отечественной войне. Очень рад тому, что и школа не забывает об этом, что они здесь присутствуют, что наши юные будущие защитники Родины тоже это видят эту работу. И очень хотелось бы пожелать нам всем, прежде всего, это мирное небо над головой, чтобы у нас закончился этот военный конфликт, это специальная военная операция, которая проводится на Украине, чтобы мы все жили в мире, и чтобы не было у нас больше конфликтов. Поэтому, дети, вам прежде всего, на вас возлагается большая надежда. Это никогда не забывать нашу Родину, всегда вставать на ее защиту и с честью, с достоинством проходить военную службу, кому придется служить в вооруженных силах. Никогда не забывайте наших предков, наших родственников, которых уже нет, которые не с нами. Всегда помните о них. Пока жива память о них, значит мы помним, значит мы чтим это. Мы не должны их забывать никогда. Поэтому всем огромное спасибо за сегодняшнее мероприятие, что нашли свое время, уделили нам время, пришли сюда и присутствуете здесь. Всем огромное спасибо. Слово для приветствия представляется военному комиссару военного комиссариата по городу Канаш, Канашскому и Янтиковскому району Чувашской республики Семенову Евгению Степановичу. Дорогие друзья, сегодня мы увековечиваем память о родной земле, красноармейцу, который мужественно и героически выполнял свой воинский долг по защите нашего Отечества. Это Павлов Василий Павлович. Сегодня он возвращается на родную землю, и память о нем в будущем будет всегда.
Наша задача будущих поколений, помнить их всегда, наших героев, которые, не щадя своей жизни, не щадя своего живота, защищали нашу Родину, благодаря которым мы сегодня живем в этой прекрасной стране под мирным небом. И также хотел поблагодарить всех, кто непосредственно принял в организации данного мероприятия. Вам, Виталий Петрович. Спасибо. И всем остальным. Большое спасибо от имени военного комиссара Чувашской Республики полковника Холикова Бахтияра Махмаджоновича и от меня лично. Спасибо. Сегодня в Россию проблемы поиска пропавших без вести солдат во многом взяли на себе простые люди. Они создают организации, отряды, объединения, чтобы искать, находить и представить к земле захороненные останки воинов, погибших в Великую Отечественную войну. Выражаем всем искреннюю признательность за их большой труд. Слово нашим гостям из Чебоксар. Председателю Чувашского регионального отделения Российского союза ветеранов Осипову Виталию Петровичу. Добрый день, дорогие земляки. Да, сегодня мы проводим торжественное мероприятие по увековечению памяти тех героев, которые во время Великой Отечественной войны сложили свою голову, защищая нашу Родину, как Павлов Василий Павлович. Поэтому каждый день отделяет нас те грозные дни Великой Отечественной войны. Много делается поисковиками, которые находят наших воинов, останков наших воинов, и предаем их мы земле. Это очень серьезное и хорошее мероприятие, потому что наш еще председатель, генерал армии Моисеев, сказал, что эту работу надо продолжать ежечасно, ежедневно, чтобы ни одного безымянного солдата не оставалось чужой земле. Или кто-то пропал без вести, кто-то, кого-то находит, кого-то не находит. Поэтому над этим работают многие отряды поискового движения. Я хочу сказать, что на территории Эстонии 265 воинских захоронений. Там покоятся наши земляки, умершие во время Великой Отечественной войны от ран и от боевых действий. Это 188 тысяч человек. Представляете? Вот. Пока я, конечно, не могу сказать, что сносится еще памятник, но наши воины, все уже знаете, что освободили всю Европу от фашистского ига. И тем самым многие еще пытаются перевернуть эту историю, по-другому трактуют и сбивают с пути нашу молодежь. Поэтому мы должны сплотиться, все дружно, работать над памятью наших предков, всегда помнить, что они отдали свою жизнь за наш мир, за наше Отечество. Поэтому от имени Российского союза ветеранов хочу поблагодарить поисковикам, особенно новочебоксарских химикам и химическую технику, потому что мы с ними вместе работаем. Выезжаем на памятные места, где захоронены наши красноармейцы из 139-й стрелковой дивизии. Помните, ребята, что это долг наш священный, и мы его должны всегда дорожить и честью и достоинством выполнить. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово предоставляется заместителю председателя Чувашского регионального отделения Российского союза ветеранов Лаврентьеву Василию Михайловичу. Добрый день, дорогие сельчане, представители власти, что вы пришли сегодня на такое мероприятие. Мне удалось найти Павла Василия Павловича, где он захоронен, узнать весь его боевой путь. И вот такое счастье досталось ее племяннице Светлане Петровне. Позвольте мне зачитать его боевой путь, краткий, конечно, где он как воевал. Сегодня, 5 сентября
2023 года на гражданском кладбище деревни Большие Бекшихи Канарского района проводится уникальное по своему значению мероприятие впервые в Республике Чувашия по закладке капсулы землей, привезенной из братской могилы номер 2 поселка Синемя Кохлоярского района Эстонии, где захоронен солдат, герой Отечественной войны, сын Павла Афанасьевича Афанасьева Василий Павлович Павлов, уроженец деревни Большие Бекшихи, 1912 года рождения. Василий Павлович призывался по мобилизации Канарским РВК Чувашской АССР по первому призыву 23 июня 1941 года. Первый призыв – это военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Это не только мужчины, но и женщины, которые отслужили и стоят в запасе. Василий Павлович срочную службу отслужил в рядах рабочих крестьян Красной Армии еще с 1932 по 1935 годы. Терес-Канарский ВПП – это военно-пересылочный пункт, направлен на Ленинградский фронт. Распределен 301-й стрелковый полк 48-й стрелковой дивизии в оперативном подчинении 8-й армии Ленинградского фронта. К приходу Василия Павловича полк дислоцировался в городе Кингисепп Ленинградской области. Еще в июне 1941 года 48-я стрелковая дивизия была практически полностью уничтожена при отступлении от натиска немецких фашистских войск из Эстонии. Дивизия насчитывала всего 110 активных штыков и 35 орудий разных калибров. В начале июня 1941 года дивизия пополнилась примерно половина штатного состава, в том числе красноармеец Павлов Василий Павлович, и заняла оборону 6 июля 1941 года в районе Чудского озера. С конца 1941 года до начала 1944 года дивизия вела оборону на южном побережье Финского залива, которая была отрезана от основных сил Красной Армии и сыграла значительную роль в обороне города Ленинграда. 48-я стрелковая дивизия в составе Приморской оперативной группы Ленинградского фронта по побережью Финского залива в начале января 1944 года перешла в наступление. Дивизия участвовала в Ленинградской Новгородской стратегической наступательной операции в составе 2-й ударной армии Ленинградского фронта. В результате операции были уничтожены Петерговско-Стрельникская группировка противника, отбросили врага на расстояние 60-100 километров от города Ленинграда. Освободили населенные пункты Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк. В взаимодействии с войсками Волховского фронта полностью освободили город Ленинград от вражеской блокады. По итогам операции 48-я стрелковая дивизия получила почетное наименование «Ропшинская». Наши войска в ходе операции перешли границу Союза Советских Социалистических Республик, пересекли границу Эстонии 1 марта 1944 года. Через 2 дня, как пересекли границу, 48-я стрелковая дивизия нарвалась на хорошо укрепленную оборону и плацдармы фашистов в Кохлоярском районе Эстонии. 3 марта 1944 года при освобождении деревни Месовак Кохлоярского района Эстонской ССР пропал без вести красноармеец Павлов Василий Павлович. Захоронен местными жителями Месовак в одиночной могиле. В 1970-х годах началось перезахоронение из одиночных и братских могил в одну общую братскую могилу поселка Синемя Кохлоярского района Эстонской ССР. Многие с помощью поисковиков Эстонской ССР многие имена безвестно пропавших советских солдат
стали известными, в том числе и имя Василия Павловича Павлова, уроженца Большие Бекшихи Канарского района Чувашской АССР. Всего в братской могиле номер 2 поселка Синемя Кохтоярского района перезахоронено 15 тысяч советских солдат. Под номером 9517 в общем списке по именному списке перезахоронения Павлов Василий Павлович. В Эстонии имеется 265 воинских захоронений советских военнослужащих, в которых захоронено 163 855 человек. Из них 130 722 человека еще остаются неопознанными. А потери Ленинградского фронта в боях под Нарвой и Синемя в 1944 году составили более 70 тысяч человек, в том числе и наш Василий Павлов. Дорогие товарищи, сегодня, 5 сентября 2023 года, через 79 лет душа красноармейца Павла Василия Павловича наконец-то после долгой разлуки воссоединится со своими родными на могиле родного отца Павла Афанасьевича. Пусть земля, привезенная из Эстонии, станет им родным на этой могиле. Царство ему небесное. Вечная слава и вечная память. Вечная слава. Слово предоставляется заместителю председателя Чувашского регионального отделения Российского союза ветеранов, племяннице Павлова Василия Павловича Шишкиной Светлане Петровне. Уважаемые присутствующие, дорогие земляки, ветераны, учащиеся, мне очень волнительно. Павлов Василий Павлович, мой дядя, старший брат моего отца. Он был на 12 лет старше моего отца, и он ушел на фронт 23 июня, на следующий день начала войны. Как нам рассказывал отец, и очень хорошее мнение о нем сложилось. И я в архиве сидела много. Он был очень крепким, спрашивала у ветеранов в деревне, очень крепким, активным парнем. С другом они первыми в колхоз привезли трактор. Первый трактор они привезли. И еще в архиве я нашла, он был очень активным комсомольцем. В журнале, который я подготовила для учащихся школы, там написано, в архиве я нашла, что он участвовал в выборных комиссиях, член выборной комиссии. Все об этом было написано. И стахановцем был очень в передовых рядах, трактористом работал. И вот на следующий день начала войны он ушел на фронт, пропал без вести в 1944 году, как уже Василий Михайлович рассказывал. Отец, я хочу сказать, отец очень долгое время, уже 30 лет как нет отца, родственники очень переживали, искали его, где же он захоронен. Но нам не удалось найти, благодаря Лаврентию Василию Михайловичу, мы нашли его, где он захоронен. Но хочу сказать, что мужчины, наши родственники, мужчины, династия мужчин, защитников Отечества. Вот мы поставили памятник на могиле его отца, Афанасьева Павла Афанасьевича. Он воевал в русско-японской войне 1904-1905 годы и заслужил медали за храбрость и с изображением Николая II. Очень был тоже такой активный, сильный человек. Любили они все родину. Еще хочу подчеркнуть, что мужчины-защитники. Вот рядом здесь могила брата моего отца, брата Василия Павловича. Тоже дошел до Берлина, воевал. И очень даже письмо одно есть фронтовое у отца Павла Петра Павловича, где он говорит, когда связь потерялась с Василием Павловичем, я ежеминутно ищу, в письме пишет, мы идем в том же направлении, как шел дивизия моего брата. Великие Луки он писал, письмо из Великие Луки города и около города. И он пишет, что мои глаза ежеминутно ищут, смотрю, вглядываюсь, говорит, солдат, но его не видать. Вот такое письмо сохранилось. Я тоже положила это письмо, копию нашим школьникам в школу подарю. Вот так получилось, что мы его долго искали.
Ну, что хочу сказать, уже все подробно мы рассказали о нем. И я очень благодарна, вот это хочу сказать, от души благодарна всем сегодня, кто сегодня нашел время, пришли сюда, уважили такое мероприятие первый раз в нашем районе и у нас в селе, в деревне. И я всем очень благодарна. Дай Бог всем здоровья крепкого, мирного неба над головой. Спасибо всем. Низкий поклон вам. Мы начинаем торжественную церемонию закладки капсулы памяти нашего героя Павлова Василия Павловича со священной землей, привезенной с мест последнего рубежа, где находили последние бои 48-й стрелковой дивизии. Вы с обоих сторон подойдите, с двух сторон. Очень медленно опускайте. Очень медленно. Так, военная задача. Знамена опустите. Наклоните. Засыпайте, потом минута молчания. Да? Сейчас закончим. Светлая память наша озаряет имена жертв Великой Отечественной войны. Вспомним всех, кто в смертельной схватке с врагом не пожалел своей жизни ради мира, ради своей земли, родных и близких людей. Вспомним погибших от бомбежек и вражеской пули, замученных в концлагерях и покинувших нас тружеников тыла и детей войны. Так, не пугайтесь. Внимание! Есть еще. Глаз не по-моему запал.